Смотрите в программе. Международная арктическая школа сегодня открыла свои двери. Ребята будут обучаться по мировым стандартам и на английском языке. Жители одного из домов Якутска стали жертвами незаконного благоустройства. С верхней квартиры к ним стекают фекальные воды. Есть ли право на нерадивого соседа? В период пандемии бизнес в регионе поддерживали не только за счет федеральных, но и региональных средств. Власти республики направили на помощь предпринимателям более 1 миллиарда рублей. Продолжаем эфир нашего телеканала новостями к этому часу. Международная арктическая школа сегодня открыла свои двери. В торжественной церемонии принял участие и глава Якутии Айсен Николаев. Из-за пандемии коронавируса в этом году в школе будут учиться только 7, 8 и 10 классы, но в очном формате. Уже набрали более 180 детей из Якутска и районов региона. По плану же школа рассчитана на учеников с 5 по 11 классы. Дети будут углубленно изучать английский и другие языки с иностранными преподавателями. Еще одна особенность – ребята освоят специфику арктического региона. Новая школа оснащена по последнему слову техники. Есть компьютерные классы, планетарий, современный актовый зал и музей арктической цивилизации. Здесь будут в первую очередь готовить детей, которые в дальнейшем будут заниматься вопросами развития Севера, вопросами развития Арктики. Это очень важно для нашей республики, очень важно для всей нашей страны. Я уверен, что из стен этой школы будут выходить у нас специалисты и науки, и культуры, и отраслей экономики, социальной сферы. Те люди, которые в будущем прославят и нашу республику, и всю нашу страну. Позвольте мне вам отправить это поздравление по поводу открытия новой арктической школы международной в Якутске. Открытие этой школы показывает очередной раз то большое внимание, которое Республика Саха выделяет международному арктическому сотрудничеству и образованию молодежи международной в Арктике. В течение прошлых 2 десятилетий мы это внимание видели, убеждены в том, насколько оно высокое через наше долголетнее сотрудничество между университетами w Jakutске i w Rovaniemi, Laplandii. Dzień dobry, nazywam się Piotr Maciejuk. Słyszałem, że otworzyła się szkoła arktyczna w Jakutsku. Życzę Wam dużo radości, rozwoju, szczęścia, wszystkiego dobrego. No, сейчас по-русски. Я слышал что открылась школа арктическая в Якутске. Желаю вам, друзья, сам только успехов, всего хорошего, держитесь. Всего более 15 тысяч первоклассников в Якутии сегодня впервые сели за парты. В столице, в национальной гимназии АИК-ГТА для них подготовили 8 классов. В них начнут заниматься более 300 человек. Линейки сегодня проходили для каждого класса по отдельности с интервалом в полчаса. Такие условия были не во всех школах республики, а только в столичных. Для всех остальных первый звонок прошел в онлайн-режиме через различные образовательные платформы. Но несмотря на ограничения, для детей это радость и приятное волнение, а для родителей – отрада и ностальгия воспоминаний. Проезд по транспортным картам для учащихся столичных школ возобновляется в Якутске. Как отметили в МУП ЕПАК, весь общественный транспорт готов к работе в осенне-зимний сезон. Автобусы, которые ранее работали в ограниченном режиме, вернулись к штатному графику. Между тем, в ЕПАК отметили, что необходимость масочного режима и регулярной дезинфекции остаются по-прежнему в силе. Нововведений у нас никаких нет, все остается в той же рабочей схеме, которая и до этого была. А для оформления также, получается, поступившим наших детей первоклассников, получается, им нужно непосредственно родителям обратиться в свои учебные заведения, в те школы, которые они обучаются, написать заявление. В школе этот механизм уже также отработан.
К другим новостям. Работы по тушению 12 лесных пожаров ведут на сегодняшний день в Якутии. 8 из них локализовано. Их площадь, пройденная огнем, более 550 гектаров. Также за сутки удалось ликвидировать 7 возгораний на территориях Горного, Намского, Татинского, Тампонского, Усть-Майского районов, а также города Якутска. На борьбу со стихией привлекли более 300 человек и 55 единиц техники. Всего зарегистрировано 50 действующих термоточек на общей площади свыше 45 тысяч гектаров. Жители одного из домов Якутска стали жертвами незаконного благоустройства квартиры. Соседи сверху самостоятельно установили канализацию. Теперь их отходы стекают прямо в квартиру снизу. Есть ли выход из этой ситуации, разбирался наш корреспондент Дмитрий Темыров. Рамиля со своим супругом живут в этом доме уже более 20 лет, но с такой ситуацией столкнулись впервые. Соседи со второго этажа в период пандемии решили провести благоустройство в своей квартире, но не до конца. В итоге отходы сливаются прямо на соседей. Воробушек кормлю в 7 утра, и у меня прямо Сверху вода. сверху, какая вода, вся фекалии. говно, да, фекалии, все на меня. Я побежала Это к ваша ней. квартира, да, наверху? Нет, это не Тут это. запах есть, оказывается. О, конечно, невозможно было. Семья Мухаметовых не против благоустройства, ведь они сами тоже провели здесь септик, потому что в уличный туалет ходить невозможно. Говорят, там никто не убирает. Вот поэтому люди от безысходности ищут альтернативу. После данного инцидента Рамиля сразу же поднялась к соседке. Поднялась на второй этаж, а хозяйка квартиры сидит, курит. Вот я ей говорю, посмотри, это что? Это не я. Я говорю, кто льет тогда с вашей квартиры? Не знаю. И закрыла сразу, и больше не открыла дверь. И по сей день квартирантка не открывает свои двери никому. Такую же картину мы увидели и сегодня. У нас нету канализации. Ну, труба же выходит из вашей У квартиры. нас канализации нету, говорю. А это что же тогда труба? Это у нас на этой трубе стоит мебель. А вы можете сейчас показать то, что вот действительно все это у вас... Потому что у нас уже, кто вы такие вообще, да? С утра вы уже приходили, все фотографировали. Полиция приходила, все фотографировала. Вот у них и спрашивайте. А я больше никого не пущу. Действительно, представители УК здесь были, но повторно сегодня приходить на объект не стали. Зато были с управы строительного округа, куда обращалась Рамиля Насибулловна. В квартире номер 6 установлена незаконная канализация со стороны кухни. Дом частично благоустроенный, не подключен к системам канализации. Соответственно, специалистами управы был произведен осмотр в квартире номер 6, по результатам которого были произведены фото, видеосъемка, и было дано устное предписание. На сегодня соседи трубу, которая торчит из квартиры второго этажа, не убрали и пока ничего не сливает. Как отметили в управе и кадастровой палате, жители ЧБ домов могут благоустроить свои квартиры, но только с учетом всех требований и пожеланий. Чтобы внести изменения, перепланировать свое помещение, во-первых, требуется обращаться в орган местного самоуправления через МФЦ или через другие способы. Заявление, получается, проект перепланировки и плюс правоустанавливающие документы на помещение и согласие банка. Это случай, если квартира находится на ипотеке. Далее по документам представленным рассматривает межведомственная комиссия, которая включает в себя несколько уполномоченных органов. И они рассматривают в течение 45 дней. В целом, как отметили представители коммунальных служб, сегодня такие вопросы стали особо актуальными, что и создает конфликтные ситуации между соседями. Чтобы не допустить все это, органы, курирующие такие вопросы, просят горожан уважать интересы своих соседей по дому и производить благоустройство и перестановку только с решения общего собрания дома. Дмитрий Темыров, Григорий Охлопков, Якутск. Более миллиарда рублей направили в Якутии на поддержку бизнеса в период пандемии коронавируса. Об этом сообщил замминистра предпринимательства, торговли и туризма региона Максим Прокопьев. Наблюдался высокий рост продаж на онлайн-площадках. Продуктовые и магазины с товарами первой необходимости деятельность не прекращали. Однако наибольший ущерб пришелся на отдельные объекты торговли. Правительство региона расширило федеральный перечень, по которому предприниматели смогли получить поддержку в виде субсидий.
Кроме того, были предусмотрены налоговые послабления, освобождение от арендных платежей, льготные займы для малого и среднего бизнеса. Общая сумма региональной поддержки составила свыше 1 миллиарда рублей. Известные московские документалисты провели в Якутии месяцы и теперь готовят к эфиру целых 3 фильма о нашем регионе. О чем расскажут в кинолентах и чем съемочную группу поразила Северная земля, узнал Максим Кардозу. Ваши первые впечатления о Якутии? Первое впечатление – это ощущение, что ты на краю света. Ты понимаешь, где это территориально. Вот просто ты берешь карту и понимаешь, где ты находишься. Google показывает, где ты находишься. И все. И сносит крышу. Анна Коряковцева – автор 25 документальных фильмов о разных народах России и побывала в самых отдаленных уголках нашей Родины, от Камчатки до Калининграда. Казалось бы, чем можно удивить бывалого кинематографиста и путешественника, но Якутии это удалось. Когда дело касается Якутии, это вообще отдельная вселенная. Якутия, наверное, одно из самых красивых мест, в которых я когда-либо побывала, а я очень много путешествую. И если кто-то решится поехать в Якутию и потратить на это время, то не нужно это делать коротко. Для того, чтобы понять Якутию, нужно съездить в разные места и провести там какое-то достаточное время. И это точно что-то изменит в тебе. Документальный цикл «Земля людей» рассказывает о коренных народах России, об их самобытности, культуре, традиционных промыслах. И съемочная группа провела в Якутии 23 дня, за которые объездила северные улусы и центральную часть республики. По итогу должно получиться 3 картины о якутах, юкагирах и русско-устинцах. Главными в этих фильмах станут истории людей. Мы стараемся снимать людей сегодня, в их жизни, то, что происходит. И сценарий нам диктует часто сама жизнь. Практически нет ни одного фильма, в котором бы не происходило что-то, что всю съемочную группу либо меняло, либо настраивало на съемки определенного эпизода. Именно вот такой подход, да, когда ты двигаешься за жизнью, за биографией, за событием, которые диктуют тебе эти люди, которые происходят, и дает возможность увидеть этих людей их глазами. Это необходимое обсуждение, диалог поколений, диалог между регионами, взаимодействие народов. То есть методами искусства, средствами искусства, в том числе документального кино, художественного кино, можно сказать больше, ярче и привнести новый оптимизм и новое вдохновение людям. Сейчас фильм находится на стадии монтажа. Премьера планируется этой зимой на телеканале «Культура». А творческая группа уже подумывает о том, как бы вернуться в Якутию. Теперь уже зимой. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. Наши корреспонденты продолжат следить за новостями, а к этому часу вся информация. Увидимся в следующем.